продолжаем наш эфир. В целях освещения проводимой работы для реализации указа президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года озвучены 12 приоритетных национальных проектов президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, среди которых направление «Наука». Сегодня о палеонтологии мы будем говорить с нашим гостем Станислав Колесов, научный сотрудник отдела изучения мамонтовой фауны Академии наук Республики Саха-Якутия. Доброе утро, Станислав. Доброе утро. Расскажите нам, как вы пришли в эту профессию, когда это случилось и каким образом? Ну, это случилось в 2012 году. На самом деле это случилось случайно. Так. Ну, вообще тяга к познанию окружающего мира у меня вообще с детства. Очень любил ходить по лесу, изучать все там. Но за поступление в Академию наук, именно в этот отдел, я благодарен своему другу. Он мне позвонил и пришел на собеседование, и в этот же день попал. Здорово. А в Да, чем заключается ваша работа? Вообще работа наша, она, так сказать, очень многогранна. Это, во-первых, конечно же, научные исследования. Ну, вот, исследования материала палеонтологического, да, вот, статьи научные. Но, между прочим, между этими делами мы занимаемся еще и организацией выставок, да, и очень сильно работаем, стараемся работать с детьми. То есть по образовательным программам Малой Академии наук, со школами, с лагерями. Так. А где можно вот именно обучиться профессии в Якутии конкретно? Конкретно в Якутии, ну, достаточно иметь биологическое образование, специализации зоология, либо ботаника. Так. Это в Якутии. А так в центральных, конечно же, университетах, вузах есть специализированные кафедры палеонтологии. А какими качествами должен обладать человек, чтобы быть хорошим палеонтологом? Ну, во-первых, это же, конечно, аналитический склад ума. Должен уметь хорошо анализировать, и, конечно же, сравнивать и обобщать эти результаты. Также палеонтология является как бы исторической наукой. Мы изучаем историю прошлых дней, как жили организмы в прошлом. Поэтому палеонтолог должен обладать вот неким воображением, чтобы составлять полную картину Как интересно, да. прошлого мира. Но вот вы сказали, что вы очень много внимания обращаете вот на детей, на обучение, работу с детьми. И ребенок, который хочет стать палеонтологом, да, куда он может прийти, ну, как-то ознакомиться с профессией, или, может быть, поработать, Есть ли да, какие-то кружки, клубы, да? кружки, клубы. Ну, насчет кружков и клубов, конечно же, к сожалению, я не знаю, может, есть где-то в Якутске какие-то вот дополнительные образования, может, да, но вообще мы проводим конференции вот специально для детей. Боискорова Геннадия Гавриловича, доктора наук, вот именно по палеонтологии. Участвуют дети с 3-го класса даже у нас бывает, да. Вот, очень хорошая конференция, дает первые вот ростки вот интереса к палеонтологии. Очень популяризирует науку в Так. целом. Но есть потенциал у молодого поколения. Да, конечно, ежегодно участвует более десятка детей, бывало даже еще больше. Но Якутия сама по себе очень богата, она занимает первое место по сбору, да, вот этих материалов палеонтологических. Поэтому, да, материала у нас хватает, и дети приезжают с северных районов, с Нижнеколымска, там, с Устьяны. Ну вот конкретно, да, вы можно сказать, что постоянно выезжаете на полевые работы? Да, постоянно. Вот что-то интересное, какое-то, как говорится, раскопки, да? Ну да, раскопки. Какие-то открытия. Да. Самые яркие, Да, да. одно из последних и самых ярких. Что можно привести в пример? Да, вот скажу, что да, полевые работы у нас постоянно, бывает даже 3 раза в год. И последние, самые яркие находки, это же, конечно же, львята. Это львята, это первые в мире, их уже 4 штуки у нас насчитывается. Где они обитали конкретно? Ну, их нашли в Обыйском районе. То есть последние львята, они чуть постарше будут. А, наверное, слышали, еще находили Уян и Дину. Это совсем маленькие львята, которые даже глаза не успели открыть. Вот Спартак и Борис, они вот 2 новых
в 2018 году нашли, вот, они довольно покрупнее. А удалось ли узнать, по какой причине погибли львята? Пока нам удалось реконструировать гибель вот у Яны и Дины, это по нашим предположениям, тут всегда предположения идут, это обрушение, то есть пещеры, ну, такой пещерки, оно резко обрушилось, поэтому, к сожалению, вот такой исход. А вот Спартак и Борис изучение только начинается, оно будет не 1 месяц длиться, даже несколько лет планомерно. Что ж, я думаю, впереди большая, но в то же время интересная работа ожидается. Станислав, огромное вам спасибо, что пришли к нам этим утром. И я думаю, много нового узнали о палеонтологии, о вашей профессии конкретно. Успехов вам! Да, и новых открытий, Спасибо. конечно же. Да.